Каждый студент может стать участником Всероссийской олимпиады «Я профессионал». Как это можно сделать и для чего это делается, давайте поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Глус Сабитов, руководитель молодежного проектного офиса Госкомитета Республики Башкортостан по молодежной политике. Глус Радикович, здравствуйте. Доброе утро. Давайте расскажем о том, что это за Всероссийская олимпиада «Я профессионал». В принципе, название, конечно, говорит само за себя о том, что это направлено для того, чтобы определиться, наверное, с профессией, но все-таки хотелось бы более точной информации. Да, действительно, вы верно заметили, что, исходя из названия, в целом уже понятно, что это вроде как олимпиада всероссийского масштаба. Здесь я бы привел скорее даже в сравнение с привычной нам олимпиадой для школьников. Практически с 5 класса уже у ребят начинается Всероссийская олимпиада школьников. Сначала на этапе школы, далее на этапе района, далее уже регион и далее всероссийский этап. Это, по сути, такой схожий аналог, но для студентов. И отличительная черта, что не нужно проходить вот эти все этапы со школы, с района. Студенты сразу могут подать заявку для участия в этой олимпиаде и уже состязаться, так скажем, на всероссийском уровне с такими же студентами со всей страны, из других вузов. Что еще, наверное, отмечу, что по сравнению с той же самой олимпиадой для школьников, данная олимпиада для студентов, она максимально практикоориентирована, ведь очень большой пул партнеров у организаторов олимпиады, и это помогает сделать задания не просто теоретическими какими-то, а максимально полезными и приближенными к реальным условиям. Каким образом осуществляется именно олимпиада? Что нужно сделать? Как в нее попасть и какие там есть направления? Олимпиада, повторюсь, проходит в онлайн-формате практически весь этап. Студентам необходимо зарегистрироваться на сайте «Я профессионал». Кстати говоря, регистрация сейчас идет до 12 ноября. С 15 ноября уже стартует в дистанционном формате отборочный этап. Студенты могут в целом найти себя практически в любом направлении, в котором они могут обучаться. В этом году 71 направление, по сравнению с прошлым годом произошел прирост, по-моему, на 2 направления, и с каждым годом количество этих направлений становится все больше и больше. Ну, я думаю, это закономерно, поскольку с каждым годом у нас добавляются новые направления, которые интересны ребятам, и если в самом старте этой олимпиады еще 7 лет назад количество этих направлений было там сильно меньше, наверное, раза в 2 меньше, то сейчас уже добавляются новые направления. В этом году добавился отдельно как направление проектный менеджмент. И по сути, ребятам все, что нужно, чтобы подать заявку, это стабильный интернет и свободное время. Далее у них в личном кабинете в определенное время открывается окошко, когда они могут заполнить тест, написать эту олимпиаду, причем время позволяет им максимально вариативно эту олимпиаду написать. То есть не как, опять же, если мы сегодня будем так отдаваться в это сравнение со школьной олимпиадой, не какое-то одно конкретное время, когда нужно прийти и написать, а есть там пул нескольких временных отрезков, в которые могут они подключиться и написать таким образом олимпиаду. Вот вы говорите о том, что 71 направление сейчас во Всероссийской олимпиаде «Я профессионал». А какие это направления? Можно поподробнее? Есть ли гуманитарные, либо технические? Какие? Да, направлений на самом деле очень много. И как гуманитарные, так и философия есть, история. Отдельно как направление можно выделить нефтегазовое дело. Кстати говоря, вот очень много ребят из нашего Уфимского нефтяного ежегодно принимают участие и побеждают. Отдельно есть направления, связанные с медицинскими науками даже, с ветеринарией есть. И все направления, как уже ранее говорил, для айтишников, они в том числе здесь присутствуют. То есть максимально широкий спектр на самом деле. И где бы ни учился студент, он так или иначе, возможно, не найдет профиль, который в один соответствует ему, его профилю обучения. Но то, чем он так смежно занимается, увлекается, он может найти себя в рамках этой олимпиады. Вот мы говорим о том, что это Всероссийская олимпиада, то есть уже регионального, районного уровня не было. Нет. Сразу Всероссийская олимпиада. И олимпиада – это всегда какое-то поощрение, если победа и так далее. Вот о чем мы здесь говорим?
Здесь несколько, на самом деле, вариантов поощрения, и каждому студенту, я думаю, придется по душе то или иное. Во-первых, в рамках этой Олимпиады есть градация победителей. Это призеры, победители и медалисты. Медалисты как раз могут получить денежную премию в размере до 300 тысяч рублей. Это, так скажем, такая материальная часть поощрения, которая, думаю, студентам будет очень приятной. Кроме этого, что также немаловажно для всех студентов, это возможность пройти стажировку и дальше даже трудоустроиться, поскольку у Олимпиады, опять же, большой пул партнеров. Это такие компании, такие крупные корпорации, как Сбербанк, РЖД, Норильский никель, Полюс. И благодаря тому, что задания составляются в связке с этими индустриальными партнерами, у ребят есть такая возможность решить, по сути, их где-то кейс, и в дальнейшем, проявив себя, пройти у них стажировку, трудоустроиться. Ну и также, что, наверное, будет более интересно студентам бакалавриата, это льготы при поступлении на более высшую ступень, то есть при поступлении в магистратуру у них также будут дополнительные преимущества. Насколько сложное олимпиадное задание? Вот нужно как-то дополнительно подготовиться или лучше сходу сесть и начать заниматься? Готовиться всегда, конечно, нужно, тем более, что, как и у любой другой Олимпиады, у этой Олимпиады есть банк заданий, архивные задания, и можно ориентироваться на те задания, которые были в прошлом году, и так, нарешивая их, прокачивать свои навыки. В целом, я бы не сказал, что задание сильно сложнее, как это может показаться. Даже студент, который обучается просто в университете, стабильно учится на хорошие оценки, в целом ему по зубам пройти уже отборочный этап и попасть в финальный. Ну а дальше, конечно же, чтобы побороться за такие ценные призы, необходимо как можно больше готовиться, и тут действительно необходимо так сильнее в эту всю историю углубиться. Сколько заданий вообще есть? Я имею в виду, вот вы говорили о том, что тест, да. Но вы при этом говорите, что есть именно есть пул времени. Да. То есть это не один тест, а может быть это несколько этапов. И какое время отводится на каждый, если это несколько этапов? Здесь на самом деле этапов нету в рамках дистанционного этапа. В рамках дистанционного отборочного этапа каких-то внутри этапов отдельно нету. На решение Олимпиады, сейчас точно не скажу, по-моему, отводится 4 часа. И в рамках этого времени ребятам нужно решить задания. Задания, опять же, в зависимости от направления, разные как и по содержанию, так и по количеству. Есть направление, где, допустим, может быть 20 заданий. Там есть комбинированное задание, это где можно как и в формате теста ответить, где-то нужно писать уже ответ. То есть здесь, опять же, что, наверное, стоит выделить, нет необходимости на данном этапе прикреплять какие-то развернутые задания, как мы это обычно делали в других Олимпиадах, которые нужно письменно прямо на месте писать, сдавать, показывать решение. Здесь все, что нужно вести, это ответ итоговый. Дальше уже система эту всю историю считывает. Разумеется, бывают спорные ситуации. На этот случай также предусмотрена апелляция. Поэтому, несмотря на то, что вроде такой онлайн-формат, вроде как может где-то не повести, в этом плане все у организаторов довольно продумано. И если какие-то ответы на взгляд участника не были зачтены, хотя он ответил верно, он может подать на апелляцию и в целом получить свои баллы, которые ему на этапе оценки почему-то не поставили. Но в целом заданий очень может быть разное количество. Опять же, это все зависит от предметов. Допустим, если мы берем в пример какие-то технические по типу физики, математики, там ребятам, наверное, нужно много решать, на это много времени отводится. И много заданий, наверное, туда включить не получится. И если мы это сопоставляем с какими-то такими науками, где необходимо больше знать наизусть, больше такие, наверное, социальные науки, где необходим большой объем знаний и где можно в формате теста ответить. Там количество вопросов, разумеется, больше, но при этом сложность и там, на мой взгляд, довольно одинаковая. Можно сказать, что Всероссийская Олимпиада «Я профессионал» — это своего рода социальный лифт? Безусловно, да, это социальный лифт. Потому что студенты, когда поступают в университет, они все хотят, во-первых, конечно же, получить хорошее образование, во-вторых, это образование применить и успешно трудоустроиться.
в случае участия в Олимпиаде они, опять же, сокращают этот путь для трудоустройства очень сильно, потому что, став победителем в такой Олимпиаде, студент может уже буквально там после первого-второго курса пройти стажировку и дальше запомниться этой компанией и трудоустроиться. В то время как все остальные студенты, они точно так же могут посещать различные ярмарки вакансий, дни компаний, также оставлять свое резюме, но этот путь у них будет, наверное, чуть длиннее, чем у ребят, которые благодаря Олимпиаде могут добиться таких результатов. Ну и, наверное, будет возможность воспользоваться этим шансом, есть у каждого студента. Да. Спасибо огромное, Глус Радикович, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали поподробнее о таком проекте, как Всероссийская Олимпиада «Я профессионал». Я надеюсь, что это действительно шанс для наших молодых людей попробовать себя, заявить о себе и все-таки какие-то, может быть, этапы при строительстве карьеры преодолеть быстрее. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.